Письма двойного счастья. Жители одной из многоэтажек Уфы были вынуждены платить сразу двум управляющим компаниям. Мы уже рассказывали об этой истории в прошлых выпусках новостей. После того, как материал вышел в эфир, вроде все уладилось, но отголоски прошлого до сих пор дают о себе знать. Спустя год тишины жильцам снова стали приходить письма счастья от бывшей управляющей компании. В ситуации разбирался Радмир Азнабаев. Общаться с вами никакого нет желания, абсолютно. Понятно. Фильмы снимаете нехорошие. Под фильмами сотрудники управляющей компании «Комфорт» подразумевают, конечно же, новостные сюжеты, а критическая оценка, видимо, связана с невыгодным сценарием для жилищников. Значит, комментарий никакого не получится. Ну зачем? А затем, что в ноябре 2017 года жильцы дома по Блюхера 3/8 создали товарищество собственников жилья и решили платить напрямую ресурсоснабжающим организациям за свет, отопление и воду. Однако бывшая управляющая компания «Комфорт» продолжала присылать счета за содержание и коммунальные услуги. Саму обслуживающую организацию они не выбирали, она шла по умолчанию. В итоге Верховный суд Республики обязал жителей платить только ТСЖ с марта 2018 года. Двойные квитанции приходить перестали, стали приходить после этого только от ТСЖ «Белая река». И год мы практически о них ничего не слышали. До мая... В мае этого года Иван получил письмо уже от судебных приставов. Выяснилось, что управляющая компания подала в суд Октябрьского района на нескольких собственников элитной многоэтажки. Якобы за долги с марта по июнь прошлого года, когда уже по факту дом обслуживала другая организация. Нам же надо разобраться, прийти к консенсусу, какую сумму должна. То есть я не хочу платить два раза, за одни и те же месяца. То есть деньги зарабатываются достаточно тяжело. В итоге, несмотря на решение высшей инстанции, Октябрьский суд удовлетворил жалобу управляющей компании «Комфорт». Суд проходил без участия жителей дома, а решение можно было обжаловать в течение 10 дней. Но и эту возможность у Ивана отняли. ООО «Комфорт» во всех документах, когда пишет, указывает неверный адрес. Судебный приказ отправляется на неверный адрес. Суд проходит без нас, мы об этом не знаем, то есть абсолютно. В суде я это рассказывал, предоставил все документы, предоставил с почты, что они на мой адрес ничего не отправляли. В итоге частыми гостями двора стали уже судебные приставы. По словам жителей, служители Фемиды часто приезжают и взыскивают автомобили якобы должников. И пугает именно то, что суд, оказывается, был, ты о нем не знаешь, и машину забирает эвакуатор. Я просто этого момента боюсь. 2 машины забрали так. У жильцов? Да. И я потом поняла, что, в принципе, люди даже не знали за что. Уже просто в процессе, оказывается, был суд и было принято решение. Ситуацией заинтересовался и Госкомитет по жилищному и строительному надзору. Еще в 2017 году решением Орджоникидзевского районного суда Республики Башкортостан решение общего собрания собственников о выборе управляющей компании ООО «Комфорт» было признано недействительным. И апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан данное решение суда было оставлено в силе. В настоящее время, согласно сведениям, размещенных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства с марта 2018 года, деятельность по управлению домом осуществляет ТСЖ «Белая река». Известно, что дом по Блюхера 3/8 был исключен из реестра домов, которым управляет «Комфорт» еще в августе 2017 года. Как у жителей могли появиться долги перед компанией в последующее время и чем руководствовался суд, когда удовлетворил жалобу организации, вопрос до сих пор открытый, ответ на который продолжат искать жильцы дома. Радмир Азнабаев, Булат Закирьянов, Азат Ишбулатов и Родион Матвеев. Новости. Уфа.